Добрый день. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Руслан. Сегодняшний наш гость, технический специалист и тимлид, работал над стартапом в Кремниевой долине, работал в компании Яндекс, также в нескольких компаниях по разработке программного обеспечения в России, в Узбекистане, в качестве инженера по Python и веб-разработке. Проект-менеджер Руслан Юльдашев. На данный момент Руслан работает на себя в качестве консультанта в области информационных технологий, является техническим руководителем образовательной онлайн-платформы Узбекистана ModMe.uz, ментор, то есть наставник в Яндекс Практикум, также консультирует молодых стартаперов на начальном этапе. Добро пожаловать, Руслан. Добрый день. Да, вроде все правда. Спасибо большое, что позвали. Ага. Вот наша цель интервью – это показать молодым, то есть моей аудитории, которые хотят увидеть, что есть такие специалисты, которые сильные, да, находясь в Узбекистане, зарабатывают приличные деньги. Мгм. Вот нам было бы интересно вот узнать о вашем опыте и взять ваши советы, да? Отлично, Я конечно, подготовил с несколько удовольствием. вопросов. Если разрешите, я могу Мгм. уже начать. Вот расскажите, Да, пожалуйста, да, как вы давайте. попали в IT-индустрию, с чего все началось? Ам, Ну, началось все с детства. Если сейчас мне 30, то первое, наверное, столкновение с компьютером было лет в 12 у моей сестры. Ей купили компьютер, а мне было это очень интересно, и я просто ходил к ним в гости, чтобы поизучить это побольше, да, там рисовал, Да, ну, как и все, наверное, рисовал в Paint, как что-то в Word пытался сделать, смотрел книжки, всякие лайфхаки по Windows. И так постепенно это шло. Через какое-то время, наверное, лет в 15, родители смогли приобрести мне компьютер. Вот. И, наверное, мне повезло, что это был компьютер не очень мощный. Ну, то есть он такой слабенький был, и большинство игр современных он не тянул, из-за чего я игры играть на нем практически не мог. Я развлекался другими способами. Интернета тогда тоже практически не было, да, либо он был очень дорогой, недоступный. И поэтому я развлекался тем, что вот пытался, изучал, как программы устроены, что там можно Windows перенастроить, там реестр как-то это получается 20 лет тому назад, да? оптимизировать. Это около того даже, да, около того, получается так. Понятно, Чуть, понятно. чуть поменьше. Вот. И, в принципе, вот с этого и началось, да, то есть был интерес к компьютеру, и я все пытался на нем делать, как-то выжать из него побольше возможностей для этого, постоянно разбирал, пересобирал, чистил. И, ну, то есть, и, наверное, лет до 18 ни о каком программировании речи не шло. Было просто такой power user, которому было все интересно. Да, да. Ну, я помню, у нас так и все началось так же для меня, но я по направлению кода не пошел, то есть написание программирования. Мгм. Понятно. А где вы учились и чему учились? Так, ну, обычно говорят про университет, колледж, да, у меня был после школы, я завершил колледж информационных технологий. В этот Это момент в уже, Ташкенте, да? да, это в Ташкенте, он так и называется, Ташкентский колледж информационных технологий. В принципе, было достаточно интересное обучение, но больше всего мне повезло, что уже на первом курсе во время практики я устроился на работу как эникейщик, да, то есть человек, который там просто решал все проблемы с компьютером. И вот там уже началось очень много практики, и, по сути, с этого и началось какой-то интерес к программированию. Да, в этот момент там я стал изучать, как делаются сайты, HTML, CSS. Хотя по работе этого не требовалось, но это было интересно, да, интереснее, чем Word переустанавливать, бухгалтерша там и так далее, да. И ближе к третьему курсу я уже почти что, ну, редко бывал на учебе, благо там хорошо относился, общался с преподавателями, хорошо все сдавал сессии, там, экзамены и так далее. Но основной опыт уже был именно с работы. Вот. После этого я попытался поступить в институт связи в Ташкенте, не сдал баллы, не прошел. Вот. Думаю, сейчас я благодарю судьбу, наверное, что так получилось. Вот. После этого была попытка удаленно обучаться в российском казанском вузе технологическом. Почему удаленно? Потому что я уже здесь начал работать как программист, и мне все нравилось, и как-то, ну, не хотелось бросать работу.
искал вариант либо удаленный, в итоге нашел заочного образования. Несколько лет летал на сессию сначала, да, ну, то есть непосредственно на сдачу сессии. Но это было не совсем про программирование, да, там было больше технологические, инженерные какие-то вещи. И все было так очень устаревшее и нерелевантно тому real experience, который у меня был с работой, что в итоге я остался жить в Казани и работать там программистом, но бросил университет на третьем и на четвертом курсе. Понятно, понятно. Вот. Очень интересно. Расскажите, пожалуйста, коротко об опыте в больших компаниях, где вы работали. Хорошо. Ну вот как раз одна из первых таких более-менее крупных компаний. Это не первая была работа программистом, то есть это вторая, третья. И компания просто очень быстро росла. Не сказать, что она прям супер большая была, но когда я туда приходил, там было около 200 сотрудников. Через 2 года 500? там было 200. 200, понятно. 200 сотрудников. Ну, то есть, в принципе, крупная компания, Да, но не крупная гигант, компания. не техногигант. А когда я уходил через 2 года, было около 600 сотрудников, да, то есть был очень бурный рост, и как следствие и у моей карьеры тоже был бурный рост, да, то есть я был сначала программистом начинающим, потом средним, потом типа senior, потом руководителем отдела, и уходил я, получается, уже как раз руководителем отдела, отчасти не столько даже потому, что я там супер какой-то крутой, типа, был руководитель, наверное, именно как менеджер я был очень слаб, скорее всего, просто был более опытный по сравнению с другими сотрудниками, и как бы, ну, вот вместе с компанией происходил рост. Вот это первое такое было крупное. Естественно, самое крупное в карьере – это компания Яндекс. В Яндекс я попал уже, будучи достаточно уверенным сеньором, разработчиком, и это была первая работа, где меня взяли именно руководителем сразу, то есть они искали именно тимлида, позвали, я полностью, в тот момент я работал удаленно на американскую компанию, стартап, писал на Python, ну, full stack, да, больше был Python, Да, JavaScript. Даже мой уровень был, наверное, около middle plus, да, так не сказать, что прям супер какой-то крутой спец. Вот. И я был как раз в Ташкенте, навещал родителей, хотелось что-то как-то поменять уже, да, удаленная работа немножко надоела, потому что ты все время, то есть не видишься с коллегами, не социализируешься, тяжело качать скиллы, когда ты Это какие удаленно годы работаешь. удаленка? Так, это 2014, наверное, где-то так. Вот. И в тот момент мне прислали в LinkedIn запрос о предложении работать в Яндексе, и как раз вот наложилось на желание что-то поменять. Я прошел несколько собеседований, все через Skype, все это время находился в Ташкенте. И, по сути, я полетел в Москву уже работать. Да? То есть у меня уже был оффер, конкретные дни назначены, когда я должен прийти. Ну и все, я полетел работать. Очень крутой опыт. Прям я очень рад, что получилось поработать в такой компании. И в Яндексе самом, потому что в нем очень конструктивная, позитивная атмосфера. Да? Люди, которые там работают, они очень открытые чаще всего, нету лишней какой-то иерархии в организации, и все очень сильно нацелены на развитие, на рост своих навыков, очень самоорганизованный. Да? Вообще в Яндексе есть такое слово «самоходный», очень популярное слово в Яндексе, и говорится, что каждый сотрудник должен быть самоходный, да? То есть его не нужно пинать, толкать, тянуть, а он сам будет двигать свое дело так, как он считает нужным, и просто все будут корректироваться, да, так, чтобы они шли в этом направлении. Вот. Ну, получается, когда я пришел в Яндекс, в московском офисе было больше 5000 сотрудников. Ну, еще помимо московского офиса еще были офисы разные. Вот. Это, наверное, самая крупная компания, где я был. У них ведь головной офис в Москве находится, да? Или да, головной Вы офис. Вы работали именно в головном офисе, правильно? Да, все верно. Понятно. Я также знаю, что вы работали в Америке. Как вы попали вообще в Америку? Так, ну, можно сказать, что соприкосновение с Америкой было в 2 раза, такие 2 этапа. Первый этап был как раз-таки до Яндекса, когда я работал на американский стартап удаленно. Это был американский стартап, фаундеры, половина было прям настоящие американцы, половина были дети потомков иммигрантов из СССР, да, они там немножко знали русский, у них были связи из СНГ. И по сути, как я туда попал, там большая половина разработчиков были из СНГ, из Украины в основном, кто-то из
России. И, в частности, меня туда позвал мой бывший начальник, бывший руководитель, ну, как разработчиком, да, то есть он там работал, он тоже через каких-то там своих знакомых туда попал. И вот так в эту компанию работал, наверное, года 1,5-2 удаленно полностью. И за это время в Штатах был только один раз, по-моему, как путешественник, да, а в остальное время путешествовал в других странах или жил в России, где-то какое-то время в Ташкенте. Вот, но опыт был очень классный, мне очень понравилось работать туда как с native американцами, да, так и даже там с выходцами. Вот, и в целом команда была очень интересная. Но, как я говорил уже, после я перешел в Яндекс, а после Яндекса еще какой-то период времени занимался разными проектами, и меня очередной раз позвали бывшие коллеги, на этот раз уже другие, но вот из того знакомства, да, с того стартапа позвали уже в другой стартап в сфере агротек. То есть это автоматизация, различные там инновации для фермеров. Вот, и мне сама тема была очень интересна, и команда была достаточно интересная, поэтому я согласился. Какое-то время поработал с ними удаленно также, да, находясь в Узбекистане. И позже пришло предложение от них для улучшения коммуникации, да, поехать непосредственно в Америку, сначала по туристической визе, и позже в процессе, пока я там нахожусь, Они вам решить сделали вопрос с документы, визой. да? Да, можно было бы сделать американскую, ну, уже рабочую визу. Вот. И я поехал, какое-то время пожил в Калифорнии, какое-то время жил в штате Висконсин, вот, работал. Получается, вот такой был опыт. Понятно. А вот можете рассказать вкратце про то, что больше приносит эффекта: работа удаленки или же вот находясь в офисе физически? И то, и другое приносит эффект, просто разный. Да? Если вы хотите прокачиваться как инженер, как специалист, то лучше работать в офисе. Невозможно онлайн, ну, я не знаю, очень, может быть, кто-то смог, да, типа Spotify, кто с этим давно работает, или Basecamp, это наладить, это исправить, но я не сталкивался пока со способом расти как инженер удаленно, потому Да. что то, когда вы в офисе друг друга спрашиваете, делитесь советами, лайфхаками, новостями, там, что вы вчера прочитали, Да, да, или да, просто да. смотрите, как работает другой человек, вы очень сильно растете. Вот. А удаленка при этом очень хорошо прокачивает communication skills и дисциплину, да, потому что в офисе все дисциплинарные огрехи, скажем, да, так, там что-то задачу затормозил или еще что-то, они смазываются тем, что вы, может быть, просто очень хороший компанейский человек. Да, 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 да. Вот. А в удаленке это все не так важно, и очень видно конкретно, да, план-факт, что хотели, что получили в результате. И в этом плане на удаленке очень тяжело быть тем, кто плохо работает, мне кажется. Ну, в компании, где менеджмент хорошо устроен, да, 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 где да. следят за этим. Вот. И Понятно. это тоже хорошо прокачивает именно вот навык self-control, наверное. Понятно. Вот мы знаем, что Америка — это страна возможностей, да? Почему вы не остались в Америке? Ведь многие остались бы на вашем месте. Я думаю, что отчасти зависит от возраста, да, то есть будь я в 22-23 года там, 100% бы я остался. В тот период, в который я попал, во-первых, мне очень сильно понравилась Калифорния. Не знаю, какой-то был слишком... Чувствовался очень сильно дух вот этой золотой лихорадки, да, только не Да. золотой лихорадки, а стартап-лихорадки, инвесторской лихорадки. Вы именно Как-то в мне это Калифорнии было... работали в Кремниевой долине, да? Вот, Да, в Сан-Франциско. понятно. В Сан-Франциско, ну и понятно, что это город, где остановки на остановке на объявлении CRM рекламируют, или даже не CRM, а Да, API да, да. какой-нибудь для CRM. А если там, ну, Mountain View поехать, там уже в каждой кофейне только инвестор питчи и проходит. Да, Вот, и, верно. ну, как-то вот мне не очень близко было, наверное, еще на контрасте с Узбекистаном, какое количество инвестиций сжигается, да, на иногда порой очень странные, бессмысленные вещи, типа какой-нибудь там супер механизм для генерации персонализированных эмоджи. И на такой стартап там вкладывают несколько миллионов долларов и сжигают по несколько сотен тысяч долларов ежемесячно на крутой офис, там, на снеки в офис и так далее. Да, да, да. Вот эта часть мне очень сильно не понравилась.
Вот, как говорю, на контрасте с Узбекистаном это было очень сильно заметно. Да? Я параллельно в Узбекистане здесь помогал родителям, еще чем-то занимался, да, и вот сравнивая, видно, Не понимали, да, вот этот деньги, подход? да, value, который можно было принести, он совсем по-другому использовался. Вот, но мне очень понравился в Висконсине. Я какое-то время поработал в Висконсине, поскольку стартап был agritech, да, то есть с фермерами, а больше всего фермеров как раз там. Да. Вот там мне очень сильно понравилось. То есть плюс Америки в том, что она очень далеко продвинулась, да, по сравнению с СНГ, и уровень жизни намного более комфортный, среда намного более безопасная, да, и вот Да. это явно проявлено было еще вот в Висконсине. Еще, кстати, вот я вернусь немножко про Сан-Франциско. Это же очень сильно грязный город. То есть там кругом бомжи, неприятный запах. И никто об этом не говорит и не думает, когда говорит про Сан-Франциско. То есть там первая мысль, что это там Тесла, что-то крутое. Но первое, с чем вы сталкиваетесь, это бомжи. Бомжи, вот, да. в этом плане, ну, понятно, что это только в Сан-Франциско, в крупном городе. В других это сильно лучше, да, там Палай. Это чистейший, супер комфортный, приятный город. Anyway, в общем, в Висконсине мне очень сильно понравилось, и люди, и атмосфера, и, в принципе, я уже хотел было там остаться, но потом сравнивал, что мне там понравилось, да, именно вот люди, душевность какая-то, атмосфера, и я подумал, в Узбекистане это то же самое, в принципе, там есть фермеры, там вот это то, все, при этом я не буду находиться в сутках лета, да, от своих близких. Я думаю, что вот отчасти вот это, отчасти какие-то амбиции, потому что я достаточно хорошо понял, что мое желание сделать свой проект, свой продукт и амбиции в этом, в Америке в чем-то мне будет сделать это сложнее. Понятно, там есть возможности для инвестиций, для еще чего-то, но такого уровня нетворкинга, такого уровня понимания аудитории мне много лет уйдет, чтобы как бы интегрироваться в эту среду. Да. И, скорее всего, с очень большой вероятностью я бы, наверное, сдался и пошел в какой-нибудь Google работать, и остался бы, как бы с невыполненными мечтами, да. И вот это тоже, наверное, почувствовалось, и как-то все вместе, в общем, как-то наложилось с тем, что в Узбекистан я вернулся уже с галочкой, что как бы я в Америке был, я посмотрел, и пока на текущем этапе жизни у меня нет желания туда ехать. Понятно. Очень интересно. То есть вот этим драйвом был для вас мечта, да, сделать карьеру или свой проект именно в Узбекистане? Думаю, да. Понятно. А сколько вообще было проектов у вас вот, в общей сложности, если посчитать? Трудновато сказать. Но в основном это были крупные проекты. То есть нет, на самом деле не совсем так. У меня был период, когда я начинал быть программистом. Я занимался веб-сайтами. И понятно, что веб-сайт – это маленький какой-то проект, да, его можно 3 штуки за месяц сделать. И тогда их было, много. То есть, не знаю, пару лет, если я этим занимался, то несколько сотен сайтов, интернет-магазинов каких-то разных я сделал. После этого на фоне периодически 2-3 сайта в год у меня стабильно выходит, там кому-то помочь или еще что-то. Но это все небольшие вещи. Если говорить про крупные проекты, то примерно как и место работы, да, одно место работы, один проект, где-то было 2, получается около 10 таких более таких крупных, да? Да. Понял. А самый большой ваш тим, или сколько человек было под вашим руководством? Вот что самое трудное в работе с тимом? А вообще можете вкратце вначале сказать, какая разница между тим-лидом и проект-менеджером? Потому что для меня это синонимы, да? Ага. Хорошо, да. Разница в том, что проект-менеджер, ему, в принципе, не обязательно быть в контексте, ему не обязательно быть специалистом, да, в том, что он контролит. То есть проектный менеджмент – это самостоятельная дисциплина про управление, и хороший управленец, который занимается, там, не знаю, топ-менеджер производства стиральных машин, он очень классно организует команду программистов. Да, в этом никаких сомнений нет. То есть там понятийный аппарат сначала будет немножко как бы у них конфликтовать, но в плане именно управления, как его все поставить, наладить, все одинаково работает. Да? Для этого есть Питер Друкер, это все прекрасно описал, и поэтому Project Manager – это в первую очередь управленец. И это отдельный скилл, который тимлиду бы неплохо иметь. Но, с одной стороны, не обязательно, с другой стороны, как бы вот тимлид немножко другими вещами должен заниматься. Под тимлидом,
опять же, термин немножко такой абстрактный, но обычно подразумевается инженер, то есть он как бы должен уметь, да, программировать, если мы имеем в виду именно тимлида программистов. Там, понятно, есть тимлиды у дизайнеров, тогда он рисовать должен уметь. Вот. И этот человек должен, скорее всего, должен быть практикующий инженер. Вот. Он должен быть в контексте того, что делает команда, и, в принципе, вместе с ней, скорее всего, уметь это делать. Помимо этого, у него есть задачи по найму людей, по мотивации этих людей, по их росту инженерному. То есть здесь можно так сказать, что есть вот просто опытные инженеры, да, синьоры их называют, или архитекторы. И если к этому человеку добавить функцию управления командой, да, и вообще командоорганизацию, то Да, это и будет тимлид. понятно. То есть он должен быть Вот. именно специалистом своей команды, да? Это высшим 100%. В этом и будет заключаться его польза, потому что project manager, он может хорошо как сказать, контролировать процесс, но он может не помочь команде найти более эффективное решение. А если команда еще такое не везде бывает, но бывает, да, что команда не хочет работать, да, или некоторые просто специалисты, как сказать, больше заинтересованы, чтобы назвать срок побольше, а делать поменьше. Да, Да? да. И таким людям неопытного project менеджера не из этой сферы очень легко заморочить голову. Да? Там, у нас там кэш наложился на взятие индексов, бла-бла-бла, умные слова накидали, и Да, все, и да. звучит правдоподобно, проверить невозможно. Вот, и тимлид как раз-таки этот момент, как бы от этого момента, да, защищает компанию. И, с другой стороны, просто у разработчиков, когда они в процессе находятся, даже если они супер заинтересованы делать оптимистично все и хорошо, у них есть склонность к овер-инжинирингу, да, переусложнять. Или просто, ну, как и у всех людей, может быть, зашоренность, да, взгляда, то есть вот ты смотришь и не видишь решения альтернативных. Тимлид, будучи в контексте целей проекта, продукта и так далее, но не будучи операционно вовлеченным программистом, да, постоянно, у него есть возможность более широко посмотреть и там проблему, которую программист там 2-3 дня над ней прям усиленно работал, может быть, ночью не спал, и такой, здесь еще на неделю работы, тимлид может вот так дать решение, которое там за час делается и полностью решает проблему изящно. Да, да, понятно. Теперь я понял для себя. Ну И и вот вы это спрашивали вот большую команду, да, Да, которая была. Ну, размер команды здесь не очень хороший критерий. В каком смысле? Есть такое понятие в Google, по-моему, Google, two pizza company, да, two pizza team. То есть размер команды универсальный, да, какой-то должен быть такой, чтобы им 2 пиц хватило, чтобы наесться. да, да, да. Вот, под этой командой подразумевается, что там есть, скорее всего, не только программисты, да, а это некая боевая единица, да, так можно сказать, которая решает поставленные задачи, да, юнит-задачи продуктовые. Это, скорее всего, есть там дизайнер, парочка программистов, причем программистов там, если это веб-продукт, то это бэкэнд и фронтенд программист может быть. Да, Как-то таким образом поделено. Скорее всего, тестировщик, скорее всего, тимлид и project менеджер какой-то. То есть это вот 5-6, там, 7 человек иногда. Такая команда. Это вот хороший формат, и, в принципе, я очень сильно советую его придерживаться. Но вот, говоря про размер команды, однажды у меня была команда почти что 18 человек, и это было очень неэффективно, да, то есть они все были под моим непосредственным управлением, и, по сути, целый день я занимался тем, что просто тушил пожары, лишь отвечал на их вопросы, и ни о какой там стратегической работе, анализе даже речи не шло, то есть просто очень много времени уходило на да, менеджмент. Вот, это на самом деле не так уж хорошо, да, было. И там где-то было более эффективно, была команда где-то из 15 человек, как раз-таки в Яндексе, где была просто небольшая команда фронтенда, небольшая команда бэкенда, небольшая команда тестировщиков, и, соответственно, в каждой из них был свой лид, да, бэкенд лид, фронтенд лид, и я в основном взаимодействовал с ними. И понятно. получалось, что как бы под моим подчинением, да, скажем так, около 5 человек находилось. Понятно, понятно. Круто, круто. Чем вы вообще сейчас занимаетесь, Руслан?
Так, сейчас у меня несколько направлений работы. Мгм. Одно из них – это я технический директор в своем собственном продукте, стартапе. Это стартап по автоматизации деятельности учебных центров. Он вырос вот в период пандемии, да, всем было Да, да, да. актуально онлайн-обучение, онлайн-образование. И здесь, в Узбекистане, тоже это было востребовано. И в целом я образовательными продуктами очень много занимаюсь, да, вот и в Яндексе, и ранее. И логично было в этот период этот проект начать. Совместно с Да, одним партнером мы делаем инструменты, то есть это SaaS, да, Software as a Service, то есть продукт, софт, который под подписке доступен. И это что-то вроде CRM, только специализированный именно для учебных центров. То есть он под запрос именно учебных центров создан. понятно. То есть, допустим, скажем, я учился в СамГУ. В СамГУ, если захотят в какой-нибудь факультет внедрить вашу систему, они обращаются к вам, и какой-то учебный процесс вы автоматизируете, правильно? Ну, СамГУ, скорее всего, нет, потому что это университет, да, Да. а мы на частные учебные центры рассчитаны, да. В Частные. университете просто другие будут запросы, другие проблемы. У частных основные задачи, да, которые мы решаем. Первое – это управление набором групп и расписание вообще с этих групп, чего Да. в университете практически нету. Потом управление оплатами, да, то есть кто-то оплатил, кто-то не оплатил, кто-то оплатил частично и так далее. И третье – это непосредственно учебный процесс, да, там пришли, не пришли, домашку выполнили, не выполнили, и вообще сама домашка онлайн, чтобы ее можно было посмотреть. Вот наши клиенты – это в основном учебные центры или там частные детские сады. Это может быть автошкола, например. То есть вот такого Да, характера да, понятно. бизнесы, вот они получат пользу. Круто, круто. А, Вот. Это получается один проект и мгм. занимает, ну, плюс-минус около третьего, наверное, моего времени, может быть, где-то больше. Вот. Вторая часть – это консалтинг в области IT, то есть я работаю с каким-нибудь одним, чаще всего, стартапом и их командой, ам, чтобы решить тот или иной запрос, да, связанный с инженерами, именно с программистами. В Да, одном случае это может быть такое, что команда супер квалифицирована и овер-инженерит они очень сильно, да, то есть никак не выпустят продукт. В другом случае может быть, что ам, инженеры, там, продукт есть, но там владелец бизнеса не понимает, что программисты делают, да, или там постоянно да, баги возникают, допустим. И, в принципе, это все можно рассмотреть как некие болезни, да, и есть способы их решать, это достаточно алгоритмичные, да, скажем так, то есть там, делай раз, делай два, делай три, и более-менее ситуация да, станет да. лучше. Вот, это вот вторая часть, что я делаю. Ам, Еще одна – это разработка на заказ, по автоматизации, да, вот прямо сейчас тоже я беру один проект и делаю его там несколько месяцев, а, не меньше, да, может быть и больше. Сейчас мы Да. автоматизируем одно производство текстильное производство, там очень большой объем у них, и мы автоматизируем учет, да, то есть им не совсем подходит существующее решение по разным причинам, и да, моя команда пишет для них которое это делает. Вот, это третье. И четвертая часть, она связана с интересом в области образования. Так или иначе, я преподаю все время программирование. Какое-то время делал это в частном порядке, то есть давал уроки. А, Вот последние полгода я был ментором в Яндекс.Практикуме, и вот буквально пару недель назад моя группа закончила обучение, сдали дипломы. Это было именно обучение для программистов, да, причем в Яндекс.Практикуме это было обучение для не начинающих, а вот таких уже продолжающих программистов. То есть те, Да, кто от да. middle к senior хотят прыгнуть. Вот такой был курс. Вот. И сейчас этот курс закончился. Пока что в Яндекс.Практикуме у меня каникулы, так можно сказать. И я сейчас занимаюсь развитием совместно с друзьями учебного центра для детей. Вот. В каком Тоже, направлении? тоже, тоже связано с IT. Программирование, IT. компьютерная грамотность, там немножко дизайн, немножко 3D. Но с детьми есть специфика, да. Детям сегодня интересно одно, завтра другое. Да, да, да. Поэтому из них делать суперпрограммистов в 8 лет там, или в 6 лет смысла никакого нет. Наша задача показать им, что можно делать на компьютере, кроме того, как игры играть. И чтобы у них остался интерес, да, чтобы у них зажглась эта лампочка, что
Это круто, это прикольно, я это могу, и когда придет время, чтобы они уже этим занимались. Да. А учебный центр, это будет физический учебный центр, где будут проходить ребята, да? А виртуально Он уже есть. он уже есть. Это физически, да, он уже есть. У нас несколько месяцев назад мы открыли, сейчас уже больше 100 учеников у нас ходят, занимаются. Круто, круто. Физическая локация, да. Мы будем открывать еще несколько физических локаций. В части онлайна, поскольку у нас фокус на детей, скорее всего, не будет прям большого упора на онлайн, потому что детям, с детьми тяжелее, да, Да, здесь да. А онлайн вы делать. случайно не планируете в Самарканде открыть? Потому что Э, спрос там очень большой. Пока что речь об этом не шло, я не знаю, честно говоря. Вполне возможно, но сейчас у нас задача в Ташкенте, да, охватить спрос. Спрос очень большой, действительно. Да, И у детей, и у взрослых. Такой, особенно на узбекском языке. Да, вот на узбекском языке не хватает очень сильно материалов. да, да. И у детей есть интерес, поэтому такая тема достаточно перспективная. Понятно, понятно. Хорошо, здорово. Еще такой вопрос. Кого из стартаперов вы уважаете? Или какой из проектов в области IT вы даете особое значение? Кого Мгм. следите? Почему? Так. Ну, как и все, наверное, я слежу за Илоном Маском, да, очень Да, да, да. интересная личность, ам, интересные взгляды у него и цель гигантская, очень круто. То есть я помню моменты, когда его Falcon еще не взлетел ни разу, да, а уже Да, несколько раз провалился. взорвался. И единственный успех, который у него был, это PayPal, да, который как бы был успехом, но у нас в СНГ особо-то не понимают даже, что это такое, Да, да. вот и зачем нужно. И в этом плане, то есть вот получается, на моих глазах, да, он дошел до сумасшедших масштабов, и абсолютно нет сомнений, да, что на Марс он полетит. И, в принципе, сейчас можно, если скачать приложение, вы посмотрите, где будут пролетать его спутники Starlink, посмотрите ночью на небо и увидите вот эту череду спутников, летящих друг за другом, Да. как Санта-Клаус, да, с оленями, вот, то есть лампочки вот Невероятно, да. такие. И это фантастически, да, то есть это бау, и это там есть. И это обычный инженер, да, который это сделал, инженерным Да, подходом. Это очень круто. Вот, но это совсем далеко, да, что-то совсем такое очень за пределами восприятия, как можно быть таким человеком. Ну, и, да, наверное, исключение. Из более близких примеров есть классный парень Руслан Фазлыев из Ульяновска. Вообще в Ульяновске очень много классная IT-культура в России. В свое время вот я туда не попал по случайности. Звали, я что-то как-то не согласился, но мне кажется, вот что-то я упустил, потому что именно в Ульяновске собралась классная тусовка стартаперов. И вот этот Руслан, он сделал 6 лет назад тоже SaaS-механизм для магазинов, Equity называется, да, для малого бизнеса, чтобы можно было там в 2-3 клика создать себе магазин. да, Сделал это как международную компанию с офисом разработки в Ульяновске, продвигал это в Америке, в Европе. И вот буквально там в этом месяце произошел экзит, да, его компанию купили за, если не помню, там то ли 400 тысяч миллионов долларов, то ли 200 миллионов долларов. да, Ну, молодец. около того, около 400, по-моему. И все это время я за ним следил. Он каждый год пишет отчет о том, что у него было, как он занимался там Наверное, тоже молодой в парень, да? проекте. Ему 37, наверное, где-то так, 35-37. И для меня это очень крутой пример, потому что, у меня есть общие знакомые с ним, да, я понимаю, что это не какой-то Илон Маск, Да, да, да. небожитель, да, какой-то непонятный, Да. волшебный, неизвестно откуда, вот, обычный парень, да, который занимался одной темой целенаправленно, долго и достиг успеха. Успех даже не в том, Молодец. что он не знаю, продал за 200 миллионов или еще что-то, там, сколько-то заработал, а то, что продукт очень полезный, да, стал. Он реально, очень много людей им пользуются, и они ам, хороший вклад внесли, помимо того, что сам продукт сделали, они все это время двигали там определенное отношение к дизайну, определенное отношение к тому, как UI experience должен быть. Да, да. И создавали рабочие места в Ульяновске, там конференции постоянно какие-то делали. И вот это очень прикольно. Для меня это прям очень хороший такой пример, вдохновляющий. Вот за ним, пожалуй, слежу.
больше за личностью, чем за самим стартапом. Да, понятно. А вот вы сказали, вот в России, в Ульяновске, да, вот у нас, я знаю, в Ферганской долине, вот это актуально, да, это, то есть модно, вот ребята молодые занимаются именно этим, да, вот с чем это Мгм. связано, по-вашему, вот именно IT-культура вот в некоторых странах или в некоторых городах более развита, чем нежели в других областях, допустим, Узбекистана? А, Я бы сказал, Или- что у меня два ответа есть на это. Мгм. Первый, он такой немножко метафизический, да, есть такое понятие теория этногенеза Гумилева. И он говорит о том, что есть определенные места, физические локации и определенное время, и определенная среда, в Мгм. которой создаются пассионарии, да, люди с очень высокой внутренней энергетикой, очень деятельные, чувствующие, что нужно миру, которые создают большие изменения. Да, да. И вот на территории Узбекистана определенно это происходило, да, в какой-то момент времени. Были пассионарии типа Аль-Харизми и вот Хорезм того времени. Да, А, да, да. По сути, вот Аль-Харизми создал алгебру, да, и то, что сегодня называется Алгоритмы, да, компьютерными да. наукой, алгоритмы компьютерной науки. И это было здесь, в это очень тяжело поверить даже, да, то есть насколько это не как бы, Не совпадает, да, с реальностью. да, это очень, очень интересно. М. А, И вот это первый ответ. То есть я думаю, что есть места определенные, и в этом плане Ташкент, он вряд ли такое место. Это скорее вот Хорезм, Бухара, та сторона, да, в силу, ну, эта энергетика чувствуется, там, да, там другое какое-то м, самоощущение. И в Ферганской долине тоже что-то такое есть. Ам, Вот, это первый момент. Второй, более такой прозаичный и понятный. Вот, допустим, почему украинские программисты в среднем, да, зарабатывают больше, чем российские программисты, Да, хотя общая экономика в Украине хуже. Все дело в том, что они работают на Запад, да, они в основном работают, они хорошо говорят по-английски, очень много аутсорсят. А почему? Потому что у них нет местного рынка, да, локальных продуктов и компаний, которые достойные зарплаты готовы платить, их просто нет. да, да, И они вынуждены работать удаленно, работать на внешний рынок. Как следствие, этот внешний рынок дает к ним, предъявляет более высокие требования, они конкурируют уже с миром, они в своем маленьком болоте. И, и в итоге общий уровень растет. Да? То же самое, из-за этого как раз-таки, вот, допустим, и в Беларуси, и в Украине есть компании, которые вышли в мир, в России их достаточно мало, да, не так много. Там есть внутренние успешные компании, да, типа того же Яндекса, потому что им внутреннего рынка хватает для того, чтобы быть в неком достаточном комфорте. Вот, и я думаю, что отчасти вот в Узбекистане именно эта ситуация проглядывается. То есть, а, если я хочу оставаться там, где я остаюсь, да, в своем доме, там, в Ферганской долине, в Самарканде или Бухаре, потому что мне нравится, да, ну, по многим причинам, да, и при этом я чувствую себе потенциал, я хочу достойное место работы, достойные задачи иметь, интересные, да, которые конкурируют с миром, да, а не да, да, конкурируют с соседней улицей. То в Ташкенте у меня есть какие-то выборы, да, у меня есть вариант, там, ну, несколько есть крупных IT-компаний, не IT-компаний, и я могу просто устроиться туда работать, и как бы более-менее окей, да, то есть мой внутренний зуд, он находит себе выход. да, 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 А в случае маленьких городов, ну, или более маленьких, да, мест, ты понимаешь, здесь не будет, там, Яндекс сюда не придет, Google тоже сюда не придет. И надежда только на себя получается. Тут, ну, как бы да, да, только я это могу создать, значит. И мне кажется, это очень круто, это очень такой классный мотиватор. И я в него очень сильно верю. Я очень сильно верю, что у нас IT-хабы будут не в Ташкенте, а вот как раз-таки в Ферганской долине, в Бухаре. Может быть, в Самарканде тоже, просто я не так уж много пересекался с Самаркандом, больше с Бухарой. да, И вот там я прям очень сильно чувствую, да, насколько там своя среда, и, эм, и оттуда могут выйти интересные продукты. понятно, понятно. Круто, спасибо. Следующий вопрос. Некоторое время назад я видел ваш пост в Фейсбуке. Вас приняли на работу в компании Facebook, офис которой находится в Англии, правильно? Вы Мгм. отказались, да, от работы? Вы там прям написали. Вот мне интересно, почему вы отказались от
да. работать в Не Facebook? совсем еще приняли, да, то есть это был Оффер, ряд, да, какой-то был? да, созвонов, предложений, и в итоге пришел от них оффер, но после него еще было бы ряд интервью, где они могли бы мне отказать, да, то есть это не так, что прям вот все уже. А, ну и как раз таки почему я отказался, потому что я думаю, сейчас дальше тратить свое время и их время будет неправильно, да. Это был уже мой второй этап интервьюирования в Facebook. Еще до этого тоже я также с ними общался ранее, да, на несколько лет назад до этого. Мгм. Примерно представляя процесс. То есть в этот раз я подписался, на самом деле, ответил на их job-offer изначально, потому что хотел посмотреть, как они собеседуют людей и что там происходит. Да. Вот, отказался, потому что это было перечеркнуло все предыдущую работу, да, то есть я сейчас много занимаюсь тем, чтобы делать свои продукты, и этот переход, он был непростой, да, то есть как знаете, есть люди, которые знают английский, а есть те, которые его учат, а есть те, которые хотят его выучить. Да. Да. Когда-нибудь выучу английский, у них там цель – выучить английский. Как будто весь язык можно взять и выучить, и Да. галочку поставить, я выучил, все. Вот, и это откладывается, да, постоянно. У меня самого то же самое было, да, то есть я там что-то где-то знаю, но так, чтобы я свободно говорил или книги читал, такого не было. И вот там, вот курс пройду, может, еще что-то, ну вот цель, там, мечта какая-то есть. Потом такое было с программированием, да, то есть я умел там HTML, CSS, это разметка, да, это не программирование. И вот типа настоящее программирование для меня была некая далекая мечта. Я очень долго к ней подбирался, да, не знаю, года два, наверное, точно ушло. А я знаю ребят, которых еще дольше это происходит. Они работают там в техподдержке, project management или еще где-то. Для них они никак не сделают этот шаг, да, не сделают ставку, не начнут, чтобы в итоге через какое-то время произошла трансформация, и в голове было типа, ой, я же уже, оказывается, программирую. И вот здесь, мне кажется, что-то похожее с созданием своих продуктов. То Да. есть многие разработчики или кто-то в IT-среде говорят про свои продукты, что хотят, там типа идея, мечта, юникорн, еще что-то, но ничего не делают, из-за этого не сталкиваются с теми ошибками, с которыми неизбежно столкнешься. Да? Мало кому Да, да. повезет, сразу бах, там Тесла у тебя. Скорее всего, будет очень много итераций, ошибочных, там, проблем каких-то и так далее. И я чувствую, что еще нахожусь на этой стадии, да, то есть я научился зарабатывать деньги как программист достаточно хорошо, и еще учусь зарабатывать на свободном рынке, да, как IT-предприниматель. И пойти работать опять в найм, в компанию, даже очень интересную, да, очень крутую, это было бы перечеркнуть эту работу. Опять же, то есть если это было бы года 3-4 назад, наверное, бы я согласился. Если бы не Понятно. было Яндекса в моем опыте, то тоже я бы, наверное, согласился, потому что, ну, вот я, в принципе, думаю, что поработать в такой компании любому инженеру стоит, потому что это очень сильно расширит а, его восприятие того, какой должен быть софт, какие Да, требования да. к нему предъявляются, как нужно работать. Но если вы один раз уже там поработали, дальше зависит от вашей жизненной стратегии. То есть те, кто ам, хотят лучше быть именно в технологиях, да, и у них это получается. И в таком случае им не так важно, где они находятся. Даже, наверное, лучше работать типа в Facebook или Google, потому что возможность будет применить, да, этот интерес свой. Я же не такой уж сильный технарь, да, то есть вот прям как программист я знаю, ну, очень много было моих сотрудников, которые были круче, чем я как программист. Да. И, то есть мой путь – это именно создать какой-то продукт, да, и вообще работать вот, ну, на более, ам, там, где требуется все по чуть-чуть, немножко дизайна, немножко project менеджмента, немножко программирования, такое поверхностное знание всего. И это мне интереснее, это у меня лучше получается. Вот, поэтому в Facebook я просто ничего не получил бы. Ну и переезжать в Лондон тоже желания не было. Зачем? Да, да. Понятно. Теперь такой вопрос. Сколько зарабатывает хороший специалист в области IT вот, на сегодняшний день? Без Где? разницы, тимлид, проект-менеджер, там, программист. Хороший Э, специалист. В какой стране? В Узбекистане. Ага, в Узбекистане. Ну, Да, потому что от страны, да, очень сильно зависит. да, да, В Узбекистане, так, хороший IT-специалист, ну, надо понять, что такое хороший, да. Скорее всего, чаще всего это про года говорится, да, то есть там больше 5 лет поработал, больше 10 лет поработал. Хотя есть случаи, когда люди как бы, ну, не меняются за этот период, они примерно на одном уровне стоят.
Да, Ну, если мы будем говорить, что вот просто хорошо развивался, да, делал разные проекты, изучает, не закостенел, смотрит там и так далее, то тот, кто поработал, наверное, лет 5, да, имеет 5 лет опыта, это такой strong middle, скорее всего, да, да. в своей области. Хотя в Узбекистане чаще всего таких людей уже сеньорами называют. Вот. Но, допустим, по меркам Калифорнии это еще даже не strong middle, да, это там, возможно, Да. middle, а может быть и нет. А, вот, ну, около, короче, если 5 лет поработал, то я думаю, что от $800 до 1500 скорее всего, этот человек должен получать. Понятно. Это Ну, именно зависит, работая в локальной какой-то компании, да, в Узбекистане? а, да, работаю в локальной компании. Хотя, если взять среднее по рынку, получается меньше, да, из того, что я вижу в вакансиях и своих знакомых, и там нанимаю сам людей, чуть поменьше получается. То есть те, кто 5 лет опыта имеют, у них может быть зарплата и 600, и $800. Вот чаще всего медиана около 800, до 1000, да, плюс-минус до Да, да, да. 1000. И те, кто там от 7 лет опыта и больше, ну, у них чаще всего в районе 1500, да, где-то там медиана. На мой взгляд, должно быть чуть больше. Я знаю там достаточно много примеров, где люди больше получают, но это очень сильно зависит от личных качеств человека. Да? Тот должен быть а, дисциплинированный, да? Не столько дисциплинированный, сколько организованный. Там, к срокам уметь работать со сроками, уметь работать с разными условиями ам, и достаточно быстро развиваться. Вот. То есть это, если говорить про среднюю зарплату, это так. Если говорить про высокие зарплаты, ну, буквально сегодня был разговор, по-моему, в Ташкенте, а, будучи сильным сеньором, да, или архитектором, или тимлидом, в районе 2500-3000 можно получать. Да. Таких вакансий, наверное, единицы, да, не так много, Ну, но они есть, да? есть. Это в Ташкенте. Однозначно. Да, в Ташкенте. Я знаю несколько людей, кто вот, будучи, там, допустим, сеньор хорошим фронтендером, да, около 10 лет опыта, сеньор фронтендер, и получает около 3000. Там, Да, чуть-чуть круто. меньше, иногда чуть больше, может быть. Очень Вот, хорошая ну, зарплата. мгм. А Да, есть, конечно, есть Узбекистан ли очень хорошо. среди ваших знакомых, кто работает на удаленку и получает там достаточно хорошую зарплату? Сильных А, программистов, находясь в да, Узбекистане. таких тоже знаю много. Один из таких самых простых кейсов — это TopTel, да, toptel.com. Это такая биржа для программистов. Мгм. Типа фриланс, только более качественного уровня сделано. И работающие там а, зарабатывают, ну, могут зарабатывать до $5000, где-то так, там, плюс-минус. 5000 долларов. Больше там, да, просто, скорее всего, чаще всего эти люди, кто работает там, из знакомых мне, они зарабатывают поменьше, да, в районе 3, они просто работают меньше тоже. То есть Да, уделяют время семье, уделяют время там, детям и так далее, да, то есть просто держит меньше баланс, работают. да. Да, Да. Вот. Ну и также нескольких, кто просто на удаленной компании работает, на американские, европейские и так далее. понятно, понятно. Теперь такой вопрос. Вот для тех, кто мне часто задают такой вопрос, кто ничего не понимает, что такое IT, вот как бы вы в 2 словах рассказали им, что такое IT вообще? Эм, IT — это инженерная культура, да, то есть как и сборка автомобиля или сантехника. А, м, То есть там, где нужны просто какие-то небольшие специфичные знания, но это не ракетостроение, да, это простые вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день. То же самое, только в компьютере, да, то есть работа программиста, если, допустим, да, он практически в мастерской работает, просто у него все делается через клавиши компьютера. Да, 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 да. А, ну, примерно так, наверное, я бы объяснил. Понятно. Классно. А теперь такой вопрос. Это серия вопросов с моих комментариев. Вот, я хотел бы, чтобы вы на них Мгм. ответили. Вот если человеку 40, и он хочет начать новую карьеру в сфере IT, например, стать программистом или веб-дизайнером, поздно ли ему начать, или же все-таки он не сможет это Не сделать? поздно, точно не Мгм. поздно. Главное правильно подобрать, что именно делать. У меня есть кейс, мой знакомый, он поэт, писатель, Мгм. и мы с ним познакомились где-то, когда ему было около 60 лет.
60. Может быть больше, да, но то есть это уже такой вот, у него внуки уже Да, были да, в да. тот момент. Вот, и он с компьютером был очень сильно на «вы», то есть он умел пользоваться интернетом чуть-чуть. Да, да. И просто так получилось, что мы работали вместе, он там был как бы ответственный за контент, а я был программистом, и мы общались, я его учил разным вещам, а, и в итоге, ну, естественно, он стал лучше пользоваться компьютером, да, там ориентировался в интернете лучше, но я с ним, это было около 10 лет назад, как раз-таки, да, Ага. одна из моих первых работ. Я с ним увиделся буквально вот недавно, получается, ему уже 70 или чуть-чуть за 70, да, около того. И что он рассказывает? Он работает интернет-журналистом. Он пишет статьи в блог. У него есть блог, у него есть сайт, и Молодец. он что-то зарабатывает оттуда, да, он делает там какие-то публикации, допустим, платные. И для нескольких других компаний тоже он пишет колонку в интернете. И в итоге он айтишник, ну, в каком-то смысле, Отчасти, да. То да, есть да, он да, да. работает за компьютером, он получает деньги через интернет, он может там позволить себе любой график и так далее. И это очень близко к IT, да. Да, конечно. При этом понятно, что там программистом он не стал, но ему и не нужно было, да, зачем? То есть Да, тут, конечно, зависит, в его возрасте, конечно, не надо менять прям совсем. 40 лет, я думаю, что если вы здоровы физически и там есть еще огонь в глазах, то запросто можно менять вообще свой путь полностью. И сегодня мир, он именно таков, что так и нужно делать. Да? да. Сегодня нужно Быстро менять... меняется. Уже нет такого, что у вас одна карьера, одна профессия за всю жизнь. У вас должно быть 2-3 профессии, скорее всего, за жизнь. Да? Просто мир такой стал. Вот. И поэтому вполне можно сделать прям кардинальный рывок, но в принципе можно и не делать кардинально, да, можно близкие. То есть в IT-индустрии можно быть дизайнером, программистом, менеджером. И начав с чего-то, что более вам близко, легче можно дальше уже переключиться на что-то другое. То есть если вы человек, обладающий инженерным складом ума, а, то программирование, скорее всего, вам дастся. Да, скорее Да, всего, вы сможете. Просто нужно потратить на это около года жизни, наверное, да, на обучение. Если вы можете себе это позволить, то супер, почему нет? понятно, спасибо. Еще такой вопрос. Могут ли девочки заниматься программированием или работать в IT-сфере? Э, Конечно, да, 100%. У меня были в команде девушки-программисты. Не могу никак их выделить, да, то есть не хуже, не лучше, чем в среднем другие программисты. Из разницы чаще всего девушки были более организованы, да, и с большей легкостью делали скучные задачи. Да, то есть вот рутин, в любой работе, да, у программиста есть скучные задачи, которые Да, каждый день да. нужно делать. Вот, и чаще всего те, которые вот, мне попадались девушки, они с большей легкостью это делали и не испытывали никаких Нежели затруднений, парни, естественно. да? Да, у парней типа скучно, неинтересно, дай другое, и начинают отлынивать, там, лениться и так далее. Вот. А в плане навыков, я думаю, что большой разницы нет, кроме того, что просто сама среда, да, не располагает к этому. То есть если девушкам, там, родителям скажут, я хочу быть программистом, в Узбекистане, скорее всего, они ее не поймут и не Да, да, поддержат. да, да, да. Да, и коллективы кругом будут мужские, то есть тоже как бы в силу культуры, да не всегда приемлемо, да, то есть чтобы там одна девушка среди 10 парней сидела, не все захотят, да, Верно, этого. да, да. Вот, но есть благоудаленная работа, да, и есть еще профессии, где это, там, например, среди проект-менеджеров девушек всегда было больше, и, ну, их много и сейчас. Среди дизайнеров тоже очень много девушек. То есть, ну, IT-профессии другие, ну, с другой направленностью вполне во всех аспектах подходит. Понятно. Такой еще вопрос. Что, по-вашему, важнее для IT-специалиста? Выполнить задачи в срок или же качество выполнения задач? Ну, наверное, лет 10 назад я бы сказал бы качество. Да, Сейчас я 100% топлю за срок, потому что срок – это тоже один из критерий качества. Да? То есть better done than perfect, да, когда говорят. Здесь можно еще сделать так, что вот программисты некоторые говорят, типа, я хочу сделать идеально, но хочется ему ответить, а почему ты решил, что ты сделаешь идеально? да, Кто ты да, да. такой, чтобы именно ты, как бы, ну почему, как Решаешь, бы, да, кто что-то? решает? Потому что он может сделать супер изящное, технически красивое решение, но оно не проходит пользовательские, ну, то есть не интегрируется с другим техническим решением.
Да, а да. нам для бизнес-задачи нужно его интегрировать. Или просто пользователь им не может нормально пользоваться, и нужно теперь все переделывать. И чаще всего именно так происходит. То есть особенно сегодня скорость разработки очень высокая, и стоимость изменений очень низкая. Да? Одно дело, когда раньше нужно было выплавлять какой-нибудь механизм, да, там двигатель, когда инженеры придумывали, его нужно было там 40 дней или там несколько месяцев проектировать, потом вырезать деревянные детали, потом отливать железные, ну и так далее, да, весь Да, этот да, да, процесс. да. Одна малейшая ошибка или неизящество, оно влекло за собой очень большие последствия. Сейчас последствия чаще всего преувеличивают разработчики, хотят сделать что-то супер красивое, но реальные последствия есть, если пользователи не воспользовались этим, срок, да, стало не нужно. И у меня есть такой пример на практике. Я очень часто рассказываю, что был стартап, в одном стартапе я работал, мы делали очень крутой код, были очень сильные программисты там в команде, но в итоге за 2 года никак не мог выйти на break-even стартап, да, то есть никак не могли начать окупать себя. Хотя программисты были просто топовые, то есть один из них был соавтором языка программирования, на котором мы А, писали. И в итоге выстрелил продукт у этой компании, и фактически ее выкупили за продукт, который сделали почти за месяц. А работа, которая делалась там на протяжении 2 лет, ее просто выкинули. То есть этот код супер красивый, идеальный, он просто ушел на смарку, да, никому не Да, нужен. да. И вот этих случаев очень много, и есть гораздо менее приятные и интересные, когда никого не купили, просто люди без работы остались, да, из-за того, что Да. там слишком кто-то решил хорошее эти решения сделать. И есть еще такой закон, я сейчас не помню автора, но звучит он так, что любая сложная система может быть создана только будучи простой системой. Да, да, да. То есть невозможно с нуля спроектировать сложную систему. То есть это говорит о том, что итерации должны быть, да, обязательно. Чем больше вы сделали итераций, тем лучше будет ваше решение. И итерация это именно, то есть вот написали что-то, затестировали на реальных пользователях, значит выкатили, да, в срок что-то отдали, а лучше раньше срока. Да, да. Получили фидбэк, увидели, как наша программа ведет себя в реальности, переделали, дальше запустили, переделали, дальше запустили. И этого очень много, и это гораздо больше даст эффекта. В том числе в итоге, как следствие, это позволит потом сделать качественный код. Когда у вас будет много ресурсов, много денег, много довольных пользователей, пожалуйста, делай крутой код. И ты знаешь, какой именно, да, то есть ты знаешь, где именно у тебя узкие места. Потому что чаще всего программисты, когда почему не успевают делать срок? Я сейчас не беру тот сценарий, когда ленятся, да, когда Да, типа да. просто смотрят сериалы целый день или делают 40 проектов одновременно. А, вот ситуация, когда делается over-engineering, чаще всего программист хочет предусмотреть кучу ситуаций наперед. Но почти наверняка то, что он предусматривал, не произойдет, а произойдет то, что он не предусматривал. И поэтому лучше deliver fast. Понятно, понятно. Вот срок очень важен, значит. Теперь такой вопрос. Должен ли современный родитель ограничить своих детей от девайсов и компьютеров? Сейчас очень много жалоб, вот все Я жалуются думаю, родители. что нет. Точнее, здесь надо тоже два ответа у меня. Ограничивать детей бессмысленно, потому что как только они из вашего контроля пропадают, они будут брать девайсы, играть, там, смотреть и так далее. И это просто common thing сегодня, и от этого никуда не деться. Если вы будете запрещать, и они будут делать от вас втихаря, в итоге у ваших детей от вас есть тайны, и у вас есть такой легкий скрытый конфликт. Зачем это нужно, да? То есть, если вы все равно не решили проблему. Да, А, вот. И в будущем все равно они будут в девайсах, да, то есть вся жизнь сегодня у нас в девайсах, без смартфона один день попробуйте кто-то из нас провести, кто-то смотрит видео, не это будет получится, очень не тяжело, получится. да. То есть это будет дальше, да, понятно, там зрение портится, там осанка, чаще всего проблемы с осанкой, но это надо по-другому решать, то есть есть данные, с которыми мы не можем избежать. Вот, с другой стороны, я сторонник того, что любой человек должен ограничивать свое пребывание за компьютером, за смартфоном. То есть вы, взрослые, должны ограничить, да, и поставить себе правила. И если вы будете их соблюдать, то и дети будут, как следствие, за вами повторять, да, потому что они учатся не тому, что вы им говорите, а то, что вы делаете, да, Делать, глядя на да. вас. И если вы сами себя будете ограничивать от девайсов, то и дети, как следствие, будут ограничивать. Вот у меня есть для себя некоторый набор правил, там уведомления или еще что-то. И в итоге, если я себя ограничиваю от девайсов на какой-то период времени, я просто лучше себя чувствую. И Да, это
Если вы это для себя будете делать, то ваши дети за этим будут повторять. Очень хороший ответ. Какими навыками должен обладать ребенок для того, чтобы попасть в IT-индустрию? Есть ли вот именно специальные навыки? Я думаю, И что как? нет, таких навыков Нет. нет, в том смысле, что IT-индустрия, она скоро прошьет весь мир. Да? Сейчас она почти во всех сферах уже есть. Через какое-то время она будет вообще во всех сферах. То есть, в принципе, все. Ну, то есть, а, какими навыками должен ребенок обладать, чтобы знать таблицу умножения? Ну, любой ребенок Никакими. может, да. То же самое с IT. То есть это базовый навык, который должен просто быть, да, с которым нужно взаимодействовать. Я бы сказал, что важно, ам, чтобы ребенок не думал магически, да, то есть пускай он разбирает машинки эти, да, там девайсы, телефоны разберет. Вот у вас старый телефон есть, разберите с ребенком этот телефон, посмотрите, что там за запчасти, зачем они нужны, Да, 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 и да. попробуйте собрать его обратно. Если он еще заработает, вообще шикарно будет. Вот, то есть чтобы это не было, особенно сейчас, да, вот для маленьких детей, они родились, когда уже был Google. И для них Google — это такое же явление природы, как и молния, да, или как, не знаю, небо над головой. То есть Да, это да, просто да. есть, и они не, у них, вот у молодых программистов я это замечаю, они не связывают, что это создали другие люди, такие же, как они. Да, да. А, и вот это немножко ограничивает, да, а если у них будет понимание, что это вот как бы любой человек может сделать, и ты тоже можешь в этом участвовать, то все получится. Я недавно своим детям рассказываю, то, что в определенное время тому назад не было интернета. Они вот не понимают этого. Да? Они вот смотрят на меня, как, говорят, без интернета жить или там, что вы делали? А, Поэтому типа этого, да? Да, 100%. Другой вопрос, вот со скольки лет учить своих детей программированию? Ам, Здесь есть разные способы, да, вовлекаться в это. Допустим, печатать, учиться, да, на клавиатуре, мне кажется, можно хоть в 4 года. Другое дело, зачем, да, это должна быть какая-то игра, где он печатает. Да, да, Но это уже будет неплохо, да, потому что он будет быстрее печатать. И это важный навык скорости передачи информации от мозга к компьютеру. Именно программирование, есть Scratch, например, да, который достаточно простой, он рассчитан на детей от 4-5 лет, и, в принципе, детям 4-5 лет уже можно это объяснить. Ну, гораздо, мне кажется, полезнее и интереснее было бы с роботехникой, да, разобраться, типа Лего или разные другие, сейчас очень много наборов. И, по сути, вообще, мне кажется, любая конструкторская такая штука, да, она близка именно к программированию, поэтому если вы ребенку конструктор сделай сам подарили, он уже немножко программист, да, так можно сказать. да, да. Вот, но если перейти непосредственно к программированию, алгоритмическое мышление неплохо прорабатывает Scratch, и вот детям 5-6 лет, в принципе, интересно. Мне кажется, постарше уже будет неинтересно, им нужно давать более сложные задачи. Я сторонник того, что нужно где-то лет, наверное, 8, это самое рано, а так 9-10 в среднем, да, если брать, не какого-то индивидуального ребенка. Некоторые есть, кто очень быстро разбираются. Ну, там где-то вот 9-10, если в среднем, дать возможность попробовать разные профессии, пройти либо разные курсы, либо как-то посоветоваться, посмотреть. В принципе, на YouTube есть курсы про что угодно, да, бесплатные. 2-3 урока попробовать. Photoshop, веб-дизайн, да, 3D Max, 3D-моделирование, по программированию что-нибудь там на Python или на Roblox, неважно. То есть там очень много вариантов разных есть. И много других, да, вот есть специальностей, которые можно попробовать. И где-то у них этот интерес всплывет, скорее всего, и в этом можно продолжить. Понятно, понятно. Еще такой вопрос. Вот программистами рождаются или же можно упорно трудиться и как бы стать хорошим программистом? Я думаю, что это вообще с рождением не связано, но связано, безусловно, просто наследственные какие-то черты, да, то есть Да, если ваши родители были, вот я очень часто сегодня говорю инженерное, да, слово, то есть вот они чем-то в этом были, это, скорее всего, будет в помощь. Если родители музыканты, то, может быть, ему там в digital music будет легче, да, чем да, именно непосредственно в разработку. Вот. Но в остальном это все вопрос только с работы и практики, да, в основном, того, что вы делаете. понятно, понятно.
В принципе, у нас больше вопросов не осталось. Большое спасибо вам за ваше время, Руслан. Одна просьба, вот если будут комментарии вот к этому видео, пожалуйста, в YouTube, когда будет у вас время, пожалуйста, ответьте, если непосредственно вам будут вопросы. Да, И конечно, с можно ли удовольствием. для наших зрителей, если у них будут вопросы к вам, напрямую как-то связываться с вами? Я думаю, мы можем оставить какой-то контакт в описании к видео, да, Ага. и email, по которому можно будет связаться. Вот, можно будет сделать так. Понятно, понятно. Хорошо. Еще раз спасибо большое, Руслан. До встречи, увидимся. Спасибо вам, спасибо, Ладно, было до свидания. интересно про это поговорить. Очень было интересно.